В рамках встречи были выслушаны мнения различных сторон, вовлеченных в процесс обеспечения безопасности дорожного движения. Участники круглого стола говорили о мерах по улучшению ситуации на дорогах страны. Начальник государственного правового управления администрации президента Давид Сангулия рассказал о проектах поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Одна из статей предусматривает возможность налагать штрафы за нарушение правил дорожного движения по данным видео и фотофиксации, изъятие водительского удостоверения и ограничения на выезд за пределы республики. Депутаты посчитали эти меры жесткими, и проект не был принят в окончательном чтении, отметил Сангулия. Он привел аналогию с другими странами, где закон уже практикуется, и рассказал, как это сможет работать в нашей стране. Нарушают правила дорожного движения. В Российской Федерации отсутствовала возможность эти нарушения. Присутствовала возможность, конечно, фиксировать данные нарушения, но наложить административный штраф не представлялось возможным. Поэтому была такая предложена мера, как наложение этого штрафа, уже изымать этот штраф в пункте пропуска через госграницу Российской Федерации, не выпускать, допустим, гражданина до тех пор, пока он этот штраф не оплатит. У нас, получается, тоже аналогичные предложения в этом проекте существуют. По поручению президента парламенту был направлен на рассмотрение проект закона о внесении изменений в законодательные акты в сфере безопасности дорожного движения. Он предусматривает внесение изменений в статью 119 Кодекса об административных правонарушениях, такие как ужесточение мер административной ответственности лиц, управляющих автомобилем в состоянии опьянения, и введение уголовной ответственности за некоторые нарушения ПДД. В частности, заменить административный штраф в размере 12 тысяч рублей за вождение в нетрезвом состоянии лишением права управления автомобилем сроком на 1 год. Лишение права управления транспортным средством на срок в 1 год. Не будет штрафа, будет сразу лишение права управления транспортным средством сроком на 1 год. Повторное управление транспортным средством в течение этого года в состоянии, опять же, алкогольном или ином опьянении уже предполагает уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до 3 лет и лишения права управления транспортными средствами тоже на срок до 3 лет. Госавтоинспекция согласна с тем, что такие меры помогут дисциплинировать автовладельцев и участников дорожного движения, но при этом у специалистов есть свои замечания и предложения. По первой части, значит, управление транспортными средствами в состоянии алкогольного и иного опьянения. Предполагаем, так как мы, 20 тысяч штраф и административный арест автомашины. На срок до 10 суток, вот так. 10-15 не принципиально. Вот. И дальше, или в этой же части, или лишение водительского удостоверения на срок до 1 года, как предлагают. Почему мы говорим вот о каких-то вилках и в вопросе «или»? Потому что если мы немного ушли от промилле, потому что опьянение, алкогольное опьянение, мы понимаем, да, это тяжелая форма нарушения правил дорожного движения, но она бывает не похожа друг на друга. Мы не выводим степень остаточной формы. По мнению начальника ГАИ Абхазии Наура Смыр, для исполнения на практике существующего законодательства сотрудниками госавтоинспекции в первую очередь необходимо модернизировать материально-техническую базу. Рассказал и о других сложностях, с которыми сталкиваются инспекторы дорожного движения. В их числе нехватка алкотестеров и специализированных лабораторий. Сейчас освидетельствование возможно сделать только в столице, что влечет за собой определенные трудности. И мы усложняем тем самым работу ГАИ. Взять в Гаграх, когда у тебя подозрение на употребление какого-то дурманящего средства, скажем, или алкогольного напитка, или еще что-то, надо привести. Это просто у тебя сомнения, ты везешь человека в сухом. Это связано с трудностями и так далее, и нервозностями тех или иных. Во время обсуждения поднимались такие темы, как меры по обеспечению безопасности дорожного движения и организация работы контролирующих органов. Была озвучена информация, что в 2016 году 104 дорожно-транспортных происшествия из 157 произошли из-за несоблюдения скоростного режима. 4200 штрафов было выписано за текущий год. Пересечение сплошной, обгон и другие нарушения ПДД становятся причиной большинства аварий на дорогах Абхазии. Участники круглого стола говорили о мерах, направленных на профилактику нарушений правил дорожного движения. Граждане штрафов не боятся, и крайние меры, такие как уголовная ответственность, смогут отчасти улучшить ситуацию на дорогах республики, отмечалось на встрече. Сима Аргун, Эльдар Дамиров, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение.